Часть 6. Технология установки вертикального профиля и формирования горизонтального температурного шва. Для установки вертикального профиля и формирования горизонтального температурного шва нам понадобятся следующие элементы подсистемы и инструменты. Вертикальные профили длиной 3 метра. Соединительные элементы. Уровень длиной не менее 1,2 метра. Электрическая дрель с комплектом сверел. Электрический или механический заклепочник с набором вытяжных заклепок из коррозионно-стойкой стали диаметром 4 мм и длиной 8 мм. После того, как горизонтальный профиль закреплен по всей плоскости фасада, производится монтаж вертикального несущего профиля, который начинается с нижнего края фасада здания и с шагом, установленным в рабочем проекте. На первом этапе к горизонтальным направляющим по уже установленному отвесу крепится вертикальная направляющая, вначале к верхней, а затем в нижней ее части с помощью двух вытяжных заклепок размером 4 на 8 мм. При этом заклепки крепятся от краев вертикального профиля на расстоянии не менее 8 мм. Для предотвращения температурных деформаций вертикальных несущих элементов подсистемы формируется горизонтальный температурный шов. Это производится с помощью соединительного элемента, который должен располагаться на расстоянии не более чем через каждые 4,5 метра по высоте. Для этого к вертикальному профилю крепится специальный соединительный элемент с помощью 4 вытяжных заклепок. А затем собранный узел вставляется сверху в уже закрепленную нижнюю вертикальную направляющую с зазором не менее 6 мм. И только после этого окончательно крепится в верхней и средней части к горизонтальным направляющим. При этом соединительный элемент не должен иметь жесткого крепления с нижней вертикальной направляющей. Таким образом, собранные узлы подсистемы обеспечивают подвижность вертикальных соединений по всей плоскости фасада, связанную с сезонными перепадами температур.